Хотел представить вам, как я уже сказал, одного из ведущих спикеров, по моему мнению, в данной сфере, не только в рамках нашего сообщества, но и в целом в рамках Москвы. Семейный психолог Марат Абдуллин. Аплодисменты. Вот, отлично, вам слово. Про себя могу сказать, я психолог, принимаю, каждый день работаю, семейный терапевт, психолог, сексолог, и ко мне обращаются с разными вопросами. Я не то чтобы там сильно где-то пиарился, но просто я постоянно работаю, веду тренинги, уже больше 15 лет этим занимаюсь. Возможно, кто-то уже был на моих мероприятиях, может быть, кто-то не был, но кто-то первый раз. Поднимите руки, кто первый раз. Ребят, ага, супер. Мы с Камилой как-то какое-то время так обсуждали тему. Да, сейчас она скажет, про что я сейчас буду рассказывать. Ну, смотрите, так как большинство людей, кто, допустим, состоит во взаимоотношениях, кто в поиске, нам очень важно знать, как вообще, какова основа и как эти взаимоотношения строятся сами по себе, где найти того самого человека, как его определить, то, что это именно тот самый человек. Вот именно эти вопросы остаются по сей день актуальными. Также те люди, которые, там, допустим, одиноки, у них также остается вопрос, почему я одинок, или почему при всей той выборке, которая у меня есть, никто мне не подходит. То есть вот эти вопросы, они на самом деле актуальны как для парней, так и для девушек по сей день, поэтому я думаю, что мы сейчас вынесем на обсуждение, да. И сначала, получается, Марат расскажет о том, как это все, по сути, должно происходить, а потом дальше, я думаю, будет взаимодействие с вами тоже. Хотелось бы послушать ваше мнение, в том числе, возможно, вопросы, которые будут, Марат вам ответит. Я приглашаю вас не просто на лекцию, да, потому что ютубчик вы и так можете посмотреть, да. Вот я хотел бы спросить, вот, знаете, чем отличаются болельщики от футболистов? Как вы думаете? Футболисты увлечены. Одни играют, другие, наверное, участвуют. Одни, в общем, участвуют в игре, а другие наблюдают. Да, одни наблюдают, это пассивная позиция, а другие рискуют и участвуют в игре. А риск подразумевает под собой возможность совершения каких-то ошибок, правда? Да. То есть ты рискуешь, идешь, что-то делаешь, и может быть не получится, а может быть получится, да? И я вас приглашаю вот поучаствовать в сегодняшнем мероприятии, даже не знаю, как его назвать. Это точно не мастер-класс, потому что я не ваш гуру, я не знаю, как вам жить. Это правда, да? Тем более я психотерапевт, я советов не даю, я вот расскажу вот как-то какое-то свое видение, я приглашаю поисследовать эту тему. Я вот накидал какие-то слайды, я подниму какие-то вопросы, и вы, ну, как-то отвечайте сами на них, кого-то я буду приглашать. Ну вот как-то вот в таком формате давайте поживем и поисследуем эту тему отношений. От одиночества к отношениям. Вот про это хотели мы сегодня поговорить. И, наверное, начнем тему с одиночества все-таки. Да? Я вот специально вот такой вот слайдик вывел, да, на экран. Про неоднозначность такую. Вроде бы вместе, вроде бы смотрим в разные стороны, а вроде бы и рядом. И вместе быть не можем, и отдельно быть не можем, да? А знаете, вот я хотел спросить, есть здесь холостые, кто не в отношениях, ну в смысле не в официальных отношениях, есть такие, да? Ну поднимите руку. Ага. Ну то есть не в браке я имею в виду, отношения-то у вас наверняка у всех есть, потому что вы так или иначе находитесь все в отношениях. Лучше спросите, кто тут в браке и поймет. Да, а кто в браке? Поднимите руку. Если сейчас мы тебя спросим, как там, да? На самом деле, когда я говорю про отношения, вы все находитесь в отношениях, детско-родительских, партнерских отношениях, там, на работе в каких-то отношениях, да? А сегодня про мужско-женские отношения посмотрим, тем более много очень холостых. Одиночество. Вот давайте с этого начнем. Одиночество. Друзья мои, хотелось бы, конечно, какой-то интерактивности, да? Вот давайте, когда я вам говорю слово «одиночество», как вы эмоционально, телесно проживаете это слово? Вот одиночество первое, какая эмоция пришла? Одна. А? Одна это что? Холодно, тепло, весело, грустно? Кому грустно? Когда про одиночество я начал говорить. Кому весело? Один, совсем один, совсем один, да? Про вас, да? Одному хорошо? Одному хорошо. Свое поведение за кого не надо. В греме считаешь только на себя. Захотел в магазин зашел. Сплошная выгода, да? Ну да. Одиночество. Это интересный такой феномен на самом деле, да? И самое любопытное, что большинством людей трудно переживаемый. И мы часто очень стремимся строить свои отношения из одиночества. То есть в одиночестве настолько невыносимо, что мы ищем человека, который бы это одиночество как-то нам скрасил. И тогда ты не идешь в отношения, а бежишь из одиночества. И тогда вопрос, да, что тебя ждет в отношениях, если ты не в отношения шел, а из одиночества бежал. То есть другой человек как... Тоже одинокий. То есть, по большому счету, другой человек как способ решить, развлечь тебя. Ну, то есть в кино можно сходить, там, поесть, да, что-то, и партнер, ну, в этой
линейки одно и то же, да? И тогда, когда партнер перестанет тебя, развлекать как-то, эффект новизны пропадет, да? И есть риск опять встретиться со своим одиночеством. Вы слышали, наверное, такую фразу, да, быть одиноким в отношениях? Да. Или, например, быть здесь, но одиноким. Есть кто, не провокативная история, да, мы не настолько еще близки, но вот просто подумайте, да, может быть, тебе и здесь одиноко как-то. Бываешь ли ты один, но в большой компании? Вот как ты так выстраиваешь свою жизнь, что ты можешь оставаться одиноким? Один — это одна история, да, можешь закрыться в туалете как-то там, да, я не про это, одиноким среди людей. И вот это интересный феномен на самом деле, да, и очень часто люди бегут в отношения из одиночества. И тогда у меня был слайд, я его убрал, да, там процентное соотношение разводов и браков. Там катастрофическая цифра, да, катастрофическая цифра. 90%. Огромная цифра, правда, да. Понятно, что она там, знаешь, как в этом году женились, в этом году развелись. Но развелись не те, кто в этом году женился. Поэтому это такая немножко цифра, она странная, понимаешь? Если вы тот же срез взять, через сколько они живут, не живут, немножко такая цифра, поэтому я посчитал, что она не очень корректная. И вот про одиночество, когда мы говорим, давайте рассмотрим феномен одиночества. Какие виды одиночества есть? Вот один из видов одиночества — это брошенность. Такое, знаете, отвержение, с которым мы когда-то, встретились, может быть, глубоко в детстве, да, такая шутка же есть, да, среди психологов, да, если у вас было, детство, значит, у вас есть, или у вас были родители, значит, у вас есть всегда о чем поговорить с психологом, да, в общем-то. Все мы родом из детства, по большому счету, и так или иначе у нас были родители, понятно, да. И есть такая очень заманчивая история, когда мы во всем обвиняем там маму, папу, и, в общем-то, да. Но взрослая позиция заключается в том, чтобы, знаете, такую сейчас фразу скажу, да, вот результатом психотерапии что является, когда на длительной психотерапии человек находится, да, результатом является следующее. Как ты обходишься с тем, что сделали с тобой? То есть у нас у всех есть прошлое, всегда. Есть улица, Гараев был, да, я из 90-х, мы жили там в соседних, да. У всех есть свое прошлое, и так или иначе, травмы они будут. На самом деле мы растем, психика наша растет, когда происходит фрустрация. Кто-нибудь спортом занимался, фрустрация — это какие-то ограничения, кризисы, да? Кризисы нас делают сильнее. Если кто-то спортом занимался, вес поднимал какой-нибудь тяжелый, да, мышцы растут тогда, когда мы увеличиваем нагрузку, правда, да? То есть это такая фрустрация происходит, тогда мы развиваемся. Психика так, наверное, и развивается. Вот, когда мы попадаем в травму брошенности, тогда одиночество нам становится сильно невыносимым. Это такая травматичная история, которая рекомендуется лечиться, понятное дело, я психотерапевт, да, но, в общем-то, там и рекомендуется это лечить, да. А еще есть одиночество, которое называется избегание. Здесь нет таких, не избегание даже, она называется изоляция, вот такое правильное слово. Нет здесь из анонимных 12 шагов никого, слава богу, я надеюсь, да. Там есть этот термин, который, да, такой изоляция называется, слава богу, да. Изоляция. Это когда человек в силу каких-то обстоятельств, которые с ним столкнулись в жизни, выбрал не контактировать с другими людьми. Уходит в изоляцию. Отшельник? Знаешь, если это какой-нибудь монах, который пошел там расти духовно, это одна история, да? А когда человек постепенно перестает просто общаться и взаимодействовать с другими людьми, потому что, были какие-то ситуации, в которых его подвели люди. Он предпочитает не сотрудничать, например. И постепенно у него вырабатывается привычка, я сам один все могу, и берет все на себя, и к другим людям не идет. Заканчивается не очень хорошо, превращается в большую сильную привычку быть одному, да, но потом бывали у вас такие периоды, когда вы, как-то дома сидите, есть даже татарские поговорки, да, по-русски скажу, да, не выходишь никуда и не хочется. И не хочется, да, и не надо вроде, да. И изоляция, она такая затягивающая воронка, очень опасная штука. Как лечится, да, нужно идти в люди. Если есть травмы, которые там, в партнерских отношениях возникли, там бросили и прочее, с доверием проблемы, это тоже надо лечить, нельзя это оставлять, на самотек. Потому что последствия очень великие, там, да, ваш возраст, который у вас есть, время проходит, все летит, и постепенно ты привыкаешь, не доверять людям, а сами знаете, да, 1 + 1 равно 2, а у некоторых людей равно 11. Это синергетический эффект, да, и на самом деле мы большего можем достигнуть, когда мы общаемся с другими людьми.
Это надо важно помнить. И я просто, такой немножко теоретический блок про одиночество. Да? На самом деле, тема такая очень важная. Много людей приходят, на самом деле, с темой одиночества. И одиночество именно в отношениях. Одиночество еще бывает вот таким другим. А вот про что вот это одиночество? Это про что, как вы думаете? Саморазвитие? Вот для чего нашей психике нам нужно, бывает, побыть одному? Вот ваше мнение, вот просто из жизни на самом деле. А? Себя услышать. Подумать над своими ошибками, например. Подумать для саморефлексии. Вот восстановиться, сказала. Как? Восстановиться. Действительно, напитывающее одиночество нам нужно. Вот, знаете, есть такое понятие аппетит, голод, да? Это не только про еду. Вот бывало у вас такое, вы общаетесь с большим количеством людей, и у вас прям вот уже прям вот, страшное, может быть, слово скажу, эмоция отвращения возникла. Отвращение на самом деле регулирует именно вот, аппетит и голод. То есть, когда наелся, именно сытость, такой, еще ложку. Нет. Это эмоция отвращения, которая говорит, не, все, достаточно. И бывает такой момент, когда вот если вы, психоэмоционально чувствуете себя, да, важно суметь поймать тот момент, когда тебе достаточно и нужно побыть одному в той келье, где ты перезагружаешься, встречаешься с самим собой, наполняешься, ассимилируешь, что-то рефлексируешь для того, чтобы выйти опять в люди. Этот цикл обязательно важно чувствовать и в нем жить. Но самое страшное, почему люди... Вот у нас же пропаганда-то какая, да? Какой у нас человек такой успешным является? Какой? Который на движухе такой, да? На виду такой, знаете, вот он уже встал с утра и уже ответил на почту, пока в туалет шел, да? Вот он не в инстаграмчике тупит, а он там работает, понимаешь, да? То есть человек, который социально такой, знаете, вот я проснулся там накрашенный уже, да, там, это же не постановочная история, хвостограмм-то вот этот, да, он же про реальность, про настоящую, да? Там раз, мусор разгреб и вот, показал, да? У нас вот пропагандируется вот эта вот истерия такая, да, что ты, в общем-то, постоянно должен быть на движухе, проактивным, очень все показывать, все на виду. И вроде бы у этих эффективных, проактивных таких людей, которые сейчас, являются таким эталоном, да, у них вот нету минутки даже побыть одному. Да, ему и не надо, вроде как будто бы, да. Социально пропагандируется так. Но это же неправда. Потому что если люди живут в таком темпе, да, то у меня есть гипотеза такая, что они просто боятся остановиться, потому что если ты остановился и посмотрел в зеркало, своего одиночества, есть риск, что ты встретишься с собой. А вот встреча с собой — это очень интересная штука. Вот сталкивались с такой ситуацией, когда тревога такая, знаете, вот ты вроде как остался один, да, и тревога. И вот замедлиться невозможно, и ты такой тряпку взял, убрал, что-то еще, лишь бы не столкнуться с самим собой. И вот поэтому мы в кабинетах психотерапевтов, да, часто очень, замедляем людей. Вот бывает такое, да, человек приходит и прибежит. Вот прям вот движуха. Потому что если он останавливается он не сразу. Даже когда он на длительную терапию приходит, постепенно. Он просто начинает видеть себя потихонечку. А когда видит себя, есть риск, что он увидит свои желания. А вот до желаний своих надо еще добраться, потому что проще жить желаниями, блогеров, журналов, телевизор еще люди смотрят, я слышал, да? Нет, телевизор там, в общем, я давно не смотрю. Я к тому, что вот этими навязанными ценностями проще жить. Потому что тебе показывают какие-то ориентиры, тебе просто надо эффективно бежать. Бежать быстро, тогда тебе, в общем-то, некогда про себя думать, да? Но через какое-то время приходит очень странное состояние пустоты внутри. И вот с этой пустотой непонятно, чем заполнить. Потом начинается, одно купил, второе купил, а не заполняет. Бренды не заполняют. И тогда такая, апатия наступает такая, да, у людей. Приходит вот с отсутствием желаний. Не бывало у вас такого, я надеюсь? Но вы могли такой если вы такое ловите, можно так, это такой индикатор того, а живете ли вы своими желаниями, своей жизнью, живете ли? Вопрос такой, да? Поэтому, на самом деле, одиночество — это прекрасный инструмент, в котором вы можете встретиться с собой, собственными желаниями. Там, знаете, как компас немножечко свой настроить и пойти в ту сторону, в которую именно вам надо. Это вот что говорится про одиночество, да? Вот, встретить самого себя, кто я, чего хочу, вот эти вопросы, на самом деле, они всплывают. Бежать откуда-то невозможно, на самом деле, да, если так уж совсем с коучинговой такой стороны, да, лучше идти куда-то, чем откуда. Потому что откуда уйти невозможно, ты уже в настоящем моменте находишься, прошлого уже нет, а будущее только впереди. В общем-то, можно пойти куда-то, откуда
невозможно уйти, потому что его уже нет. Может только с этой точки настоящего идти куда-то. И что делать с одиночеством, когда вот вы сталкиваетесь с таким состоянием одиночества? Как можно из одиночества убежать? Как можно работать с одиночеством? Такие лайфхаки немножко дам, да? Как вы думаете, как? Искать себя это как? Под кроватью где-то и что, где? Медитации. А? Медитации. Медитации можно. Ну, можно, да, как техника. Почему нет? Да, замедляться очень хорошо. Как можно работать с одиночеством? Вы просто займитесь каким-нибудь любимым делом, работой, хобби. Таким образом вы как-то вот отодвинете эти плохие мысли, печаль. Если уж совсем вас одиночество это сжирает изнутри. Для второй категории мне даже сказать нечего, им и так хорошо всегда. А на самом деле одиночество как индикатор. Смотрите, вот есть такой термин тревога, например, да? Что люди делают, чтобы с тревогой не справляться? Ну, разные делают на самом деле, да? Что бы ты ни делал, в общем-то, ну, лишь бы вот энергию эту. Это на самом деле остановленное возбуждение. Что такое тревога? Есть некоторое возбуждение с точки зрения я что-то хотел, но себя остановил. Ну, то есть это конфликт внутри происходит. Я хочу делать так, но какая-то моя часть говорит пикнаутер, ну так не делай, например, да? Откуда ты этого понабрался? И я вот себя останавливаю таким образом, внутри возникает тревога. Тревога. Это остановленное возбуждение. И что делать, да? Можно себя чем-то занимать. А на самом деле, ну, с правильной точки зрения, надо в эту тревогу посмотреть. Ну, вот такой термин, да, скажу, посмотреть, встретиться с этой тревогой, потому что тревога тебе говорит, что ты в сторону не в ту стреляешь ты, юный поддаван, да, как говорил мастер-джедай. Не в ту дверь вошел. Да, может быть, ты не туда идешь немножечко, да? И одиночество на самом деле наполнено определенными переживаниями. Как факт такой, одиночество, это как следствие, друзья мои. А одиночество наполнено какими переживаниями, как вы думаете? Из каких эмоций состоит одиночество? Тоска, грусть. Тревога, совокупная штука тоже, да. Тревога, тоска, грусть. На самом деле, да, в одиночестве очень много эмоций, куча переживаний. И на самом деле нужно работать с этими переживаниями. Остановиться и понять, а тревога о чем? А тоска о чем? О чем ты тоскуешь? Что такого не состоялось у тебя в жизни, что в настоящем ты недоволен? То есть каждая эмоция – это такой некий индикатор того, что происходит. Если грусть в этот момент, значит, о чем-то ты грустишь. То есть что-то должно было быть или что-то прошло, того, что ты хотел, чтобы было, но вот в это время ты про это грустишь. И когда вот ты раскладываешь, ну, если самому не получается, то к специалисту стоит обращаться, да, то с этими эмоциями уже можно работать. И тогда это одиночество разложится в конкретное, ну, какое-то обстоятельство, с которым можно работать. Понимаете, да? Потому что с как таковым одиночеством можно работать очень просто. Ну, едь куда-нибудь в клубешник, там, займи себя чем-нибудь, да? Но это опять-таки избегание тех переживаний, которым наполнено одиночество. А работа заключается в том, чтобы встретиться с этими переживаниями. А встречаться с переживаниями, ну, естественно, конечно, помогают специалисты, ну, либо там какие-то техники, но переживания у нас живут в теле, это ощущения в теле, за которыми стоят определенные эмоции. А эмоции нам говорят о том, что ну, что-то происходит. Радость – это значит какое-то событие, которое доставляет мне удовольствие. Грусть – это о том, что что-то не состоялось, я об этом грущу, например, да. Или, например, злость о том, что нарушаются какие-то границы, мои потребности какие-то не удовлетворяются. Отвращение, то, что происходит сейчас, меня не устраивает, я бы хотел по-другому, да. У каждой эмоции есть своя сигнальная функция, просто про это надо знать на самом деле, да. И, кстати, у нас как-то здесь был, может быть, кто-то был, я делал семинар по поводу эмоционального интеллекта, на полу что-то сидели, работали, тоже прикольно. Ну, то есть я вам рекомендую заниматься эмоциональным интеллектом, это очень важная такая область. Ну, я некоторые такие выражения своих коллег привел, да, про одиночество. Просто эту тему хотелось немножко осветить. Она очень важная, и это не просто слово, на самом деле. Это очень большое, ну, очень важное состояние, из которого, к сожалению, люди бегут в отношения, но важнее прожить одиночество. Чувство одиночества изначально исходит из ощущения внутренней пустоты, которое является прямым следствием отсечения своих чувств. Когда заморожена чувствительность, есть ощущение внутренней пустоты. Это замечательный Александр Лоун, это очень известный психотерапевт. Когда недостаточно себя, тогда начинает пугать одиночество. Если себя достаточно, то одиночество не пугает, оно становится чем-то вожделенным, желанным. Ну вот мамы, у которых несколько детей, да, ей побыть одной, выпить чашку кофе, ну как-то вообще сильно в радость вообще-то. Поэтому, в общем-то, или муж, который, собственно, ну, такой активный социальный, там ночью и с ребенком не спал и прочее, на работу приехал, заперся в кабинете и с радостью ходит на работу, в общем, да. И там есть возможность побыть, ну, как-то
Знаете, когда вот такие жизненные обстоятельства, ну, учишься быть одиноким, ну, в смысле, в хорошем понимании слова, даже в метро. Ну, то есть можно быть одиноким в метро и этим наслаждаться. Именно встреча с одиночеством в конечном счете дает возможность для человека глубоко и осмысленно осмысленную включенность другого. То есть, смотрите, вот, знаете, как, если говорить про отношения, да, если мы совершенно близки друг с другом, вот поставьте вот так вот руку перед собой. Вы видите руку, нет? Да. Видите? А если вы ее чуть подальше? Начинается видеть, да? Если вы в отношениях в слиянии находитесь совсем близком, вот помните, ковид был, всех заперли? Сколько семейных кризисов возникло? А когда люди уходят куда-то на работу и имеют свою жизнь социальную, да, они возвращаются, и они соскучились по второму партнеру. И вот для этого тоже нужно одиночество, для этого нужно побыть одному, уйти в свою пещеру, такой есть для мужчин термин, да, в который мы перезагружаемся. Это «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», вот книгу можете почитать, там эти термины даны. Давайте-то вот из одиночества пойдем в отношения. Про одиночество понятно, друзья мои? Есть темная сторона и светлая сторона, и важно пользоваться светлой стороной для того, чтобы наполняться энергией и силой. И вот, что касается про отношения. Есть 3 вопроса, на которые мы обычно ищем ответ, да? Зачем нам это? Что нам делать и как нам делать? Зачем, что делать и как делать, да? Ну вот, честно признаться, я не ваш гуру, да, я вам не знаю, как жить, честно признаться, да? Но сегодня поисследуем немножко вопрос «зачем?». Про отношения очень важная такая штука. Если говорить про стадии любви и влюбленности, то нулевой этап отношений для холостых людей, знаете какой? Как вы думаете? Вот нет у вас отношений. Вот есть нулевой этап. Зачем тебе отношения? Создать семейные ячейки. Вот ключевой вопрос, да, нулевой этап, это вообще потребность в отношениях, чтобы была и созрела. Понятно, что это зачем может быть сформировано бабушкой, которая давно ждет внуков. Ты приезжаешь к ней, она говорит, ну когда козам? Улан. Или кто-то, или подруги уже, а ты еще. И вот я хочу вам задать такие простые вопросы, они из коучинга, да, на самом деле. Вот вопрос «зачем?» он очень важный. Когда люди говорят, слушай, я хочу в отношения пойти, в отношения, мне одиноко. И вот, чтобы ответить на вопрос «зачем?», можно вот через фокус вот этих вот вопросов. А что хорошего в том, что ты холостой или не замужем? Вот то состояние, в котором ты сейчас находишься, оно для тебя чем-то выгодно. Почему-то ты за него держишься. Я обращаюсь к тем людям, которые делали какие-то попытки пойти в отношения, и не получается. Если вы не делали попыток и просто хотите, это первая история, да, то этот вопрос можно, у вас может быть есть на него уже ответ. Но очень часто бывает, я вам скажу так, эти семинары я провожу периодически, да, ко мне подходят участницы семинара и говорят, слушай, спасибо большое вот за это начало. Потому что я ответил себе на вопрос и сказал, что мне не нужны отношения, мне и так на самом деле хорошо, а в отношения хочу пойти, потому что, мама там, надо, социальные какие-то есть. А мне и так хорошо, у меня, говорит, есть ребенок, я бизнесом занимаюсь. А мне зачем мужик-то? В смысле, нужен для здоровья, в общем, не более того. Можете повернуться друг к другу, давайте найдите себе пару, которая рядом сидит, и ответьте на 2 вопроса. А что хорошего в том, что ты холостой? Это первая итерация. А вторая итерация будет следующая. А что плохого в том, что ты холостой? Может кто-то поделиться? Какие есть плюсы в том, что ваше семейное положение сейчас такое? Какие плюсы? Смотрите, свободное передвижение, еще. Не надо ни за кем ухаживать, еще. Не нужно нести ответственность ни за кого еще. Денег много. Денег много. Денег больше у одного, чем у другого. Никто не ограничивает. Много времени для саморазвития, например. Для увлечения, хобби, потому что когда семья появится, будет 2-3 маленьких детей, уже на все это время будет, на все это дело будет меньше времени. Фокус на себе. На других сферах. Можно, да, по колесу баланса пройтись. То есть, смотрите, плюсы очевидные, да? А скажите, пожалуйста, а что плохого в том, что ты холостой?
Что плохого, что ты в отношениях? Я бы сказала, Ничего нет плохого, говорят. Так. что внутри меня есть тепло, я бы хотела. У меня есть тепло, и я хочу с кем-то делиться. Есть потребность делиться. Смотрите, есть потребность делиться. Это про потребности же тоже. Вот это исследовательское такое упражнение, вроде бы такое простое, да, но там, правда, выходят вот эти потребности. Оно же и про ценности, и про убеждения твои, на самом деле, да? А еще что плохого в твоем состоянии? Ну вот ты холостой, нет у тебя отношений. Что в этом плохого-то? Ничего плохого нет, бывает. Ничего плохого нет, говорит еще. В женатом состоянии мне лучше, чем был вне женатом. А почему? А что лучше стало? У меня стабильность. Стабильность появилась. Стабильность в чем? Звание, должность выше, зарплата больше, цели на 10 лет вперед. Ты удачно женился? Ты удачно женился, что ли? Нет. Успех мужчины зависит от женщины. Раньше, когда холостой, у тебя все размыто. А когда женился, семейным больше стрела вот эта идет. Больше фокуса. Больше Это, фокуса. вот смотрите, это люди бывалые с нами делятся уже, да? Это немножко там другой фокус. Это здорово, что ты это говоришь. Но они сейчас в другом состоянии находятся, они там не были, понимаешь? И из этого состояния они застыли и не идут в отношения. Вот это упражнение же про мотивацию, про разницу потенциалов. Если тебе ништяков больше холостому и одному, да, то тебя вытолкать в отношения, ну, очень сложно. Ну, ты сидишь такой, тебе вообще классно, а тут появится вот и туда-сюда, как помните в старом добром фильме с легким паром, да? Жена будет туда-сюда ходить, туда-сюда ходить. И на самом деле это такая заманчивая история. В отношения идти это большой риск, на самом деле, друзья мои. Вот честно вам скажу, самое стрёмное, что можно придумать, это пойти в отношения. Я вам как психолог говорю, знаете почему? Интересно почему, нет? Ну потому что отношения это самая ненадежная штука, потому что твой любимый человек может идти за дверь и не прийти. Элементарно, в любой день. Ну элементарно, он может умереть. Он может влюбиться в другого человека. Это всегда ненадежно, и с отношениями надо работать, друзья мои. Поэтому в отношения идти страшно, и это понятно. Это риск. Это риск, это большая неопределенность. Это так и есть. Смотрите, друзья мои, в отношениях тоже есть плюсы, но отношения это очень рискованная вещь. И для того, чтобы строить отношения, нужно идти в риск. И из этого состоит вся наша жизнь. Дело в том, что на самом деле, да, отношения это всегда риск. И жизнь устроена из того, что мы всегда рискуем. Ползать тоже безопаснее. Совершенно верно. Совершенно верно. Если вы думаете, что вы найдете отношения, в которых нет риска, это неправда. Всегда есть риск. Отношения это всегда работа. И не надо питать иллюзий на самом деле, да? Я не отговариваю и не уговариваю, да? Это дело в том, что каждый примет для себя решение, но я вам всегда гарантирую, что вам придется в отношениях работать. Если вы ищете что-то идеальное, такое идеальное, да? То вот, это, я не знаю, на чем надо жениться? На айфоне. У нас, к сожалению, утрачены технологии, которая была раньше. Религиозные мальчики и девочки раньше знакомились каким образом? Родственники знакомили, приводили и знакомили, понимаете, да, было сообщество определенное. Девушка не могла ходить на свидания там, да, только со свидетелями и прочее. Эта технология сейчас нарушена. И эти ребята верующие, которые в платках и, покрытые, да, они оставлены сейчас социумом там наедине. Поэтому, там большие сложности с этим, понимаешь? Там другая история совершенно. А мы здесь широко берем. Эти вопросы я вам оставлю, вы сами, в общем-то, их можете периодически себе задавать. Надо вам это, не надо, я не знаю. На самом деле, это ваше решение. У нас еще, знаете, что нас в отношении подталкивает? Вот эту вот картинку я специально выложил на экран. Не окружающих, да. То есть пора. Ты приезжаешь, бабушка тебе говорит, дедушка тебе говорит, друзья, все тыкают в тебя. И парень такой здесь парень просто, и девушка в таком же положении находится на самом деле, да, просто, дублировать слайд я не хочу, но гендерно и туда это относится. И он такой думает, пора. И начинается. И начинается. Как выбрать-то? И вот положение, в котором парень наш находится. Да и девушка также. Девушки. Также. Выбор сейчас огромный. Есть люди, которые знают, что такое сайты знакомств. Все знают. Например. И там вот эта история скроллить. И там есть иллюзия того, что выбор большой. И как выбрать-то? И ты такой, И здесь мы сталкиваемся с парадоксом выбора. Что такое парадокс выбора, знаете?
Когда слишком большая выборка. На самом деле парадокс выбора заключается в том, что когда у тебя вот это вот все, вот это все, а тебе нужно выбрать одного. Тебе нужно сделать выбор и отказаться от всех остальных. В этом и заключается парадокс выбора. Когда вот такой вот громадный ассортимент, вилок полно, а тебе нельзя вилками есть, можно есть только ложкой. И вот надо от всех вилок отказаться, как в фильме. Помните, о чем говорят мужчины, что ли, этот пример был? И дело в том, что мы сталкиваемся с парадоксом выбора, когда нужно отказаться от всех остальных вариантов и сказать одной или одному «я тебя выбираю». А такой сейчас ассортимент. Ну просто зарегистрируйся, смс-ку получи, листай, иллюзия. Как давно вы знакомились в метро? Ни разу. И дело в том, что нам надо вот, ну, как-то выбрать кого-то, да. И часто мы вот себя такими представляем, а ищем такую партнершу, да. А реальность вот такая. Он неплох, он неплох. Да. Я зарегистрировался на сайте Анаим. И у меня было интересное общение. Мне нужны организаторы сайта Анаим. Я хотел с ними заколлаборироваться и... Да, и тренинг бы сделать вместе, да. Дело в том, что, знаете, вот, есть, например, Tinder, да, ну и сейчас другие Твилби, еще что-то открылось, да. И я вот удивляюсь нашему сообществу, да. Вот ты заходишь, ну, не татарский сайт знакомств. Там нормальные фотографии девушек. Девушки, слава богу, как-то фотографии хорошие выкладывают. Ты заходишь на татарский сайт, это мрак. Это мрак. Или, например, ты задаешь вопрос, а сколько вам лет? Молодой человек. Вы вообще там, это неприлично. Ты на сайте знакомств находишься. А разве возраст не написан на наем? По-моему, написан. Ты можешь писать, можешь не писать. Не, я к тому, что, знаете, вот это настолько любопытно, то, что происходит в нашем татарском сообществе, это какой-то феномен, честно признаться. Какого-то очень странного. Отвечают очень долго там, да, не отвечают, договариваются о встрече, не приходят. И этот феномен, на самом деле, именно на татарских знакомствах. Мне было очень любопытно, и я вот несколько там заходил, ну, я с организаторами просто хочу там тренинг как-то, да, сделать для, может быть, онлайн какой-то, как-то вот, ну, помочь. А вот смотрите, мой партнер, он какой? Вот есть же люди, которые хотят пойти в отношения, мы тут, ну, для большинства работаем, да? Есть люди, которые уже в отношениях, вы уж потерпите, как говорится, да? А вот на самом деле, как выбрать-то партнера, который тебе нужен? Как вы думаете? И мне часто задают вопрос, а что делать? Как найти своего партнера? А как вы думаете, на самом деле, девчонки, мальчишки, на что надо смотреть, когда вы партнера выбираете? На внутренний мир. На внутренний мир? До него еще добраться надо. До родителей. До них тоже добраться надо. Ну, правда? Правильные вещи говорите. Правильно. Внутренний мир. До родителей. Адекватность. А как ты ее оцениваешь? По разговору. По разговору. С Аниной. А? Как? Письма. Как? Сообщения. Сообщения. А еще, знаете, такой интересный феномен тоже. Спасибо, что ты его подсветил, да? Девчонки некоторые говорят, ну, мужчины такие скучные пошли, прям просто пишут привет. Ну, что такого, не могут, что ли, что-нибудь написать? И они сами пишут привет. А я такой, а что должны теперь написать? Они синхронизатор, что ли? Ну, какое слово должны? Они здороваются, интересно. Добрый вечер. Ну, добрый вечер, тоже не подходит. Девушки жалуются очень часто, у меня же психотерапия, девчонки есть, да? Ну, какие-то мужчины скучные, нет никакой инициативы, что-нибудь интересное бы написали. Десерт на глаз. А я такой и спрашиваю, а что бы ты ждала? Интересно. А на другой стороне сидит мужчина, который говорит, а что женщины такие скучные, ничего не пишут. Ну, мужчина, ну, вроде как мужчина должен писать первый. Никто никому ничего не должен. Молодец, умничка, совершенно верно. Мой партнер, он какой? Это вот уметь же, ну, мы же выбираем как-то партнера, да? И мы ходим в отношения, ну, встречаемся, и все не то. То есть вы же ищете татарина и татарку, наверное, да? Конечно. Да, смотрите, а вот это достаточный критерий того, что вам партнер подходит или нет? Появляются критерии. Девчонки, мальчишки, появляются критерии. То есть, ведь татарин, это значит и определенный список критериев. Вы почему-то же татарина выбираете. Что за этим стоит, как вы думаете? Мама, родители. Родители богатые? Нет, а что? Воспитание. Корни сохранить. Корни сохранить. Еще что? Культура, еще. Религия. Религия. Тогда мусульманин. Татарин не равно религия. Скажу прямо. А? Собственное желание твое? Ты хочешь татарина. Почему? Темненький. Тубатейка нравится или что?
все, про что вы говорите, это ценности на самом деле. Вот смотрите, ключевая вещь, мы выбираем, например, условно говоря, татарина, вот, потому что мы в татарском сообществе, да, и за этим ведь стоят критерии, и это бы важно понимать, уважаемые. Вот когда мы говорим про осознанность, да, осознанность это про то, что вот я понимаю, и про ответственность за свои действия, да, когда я говорю татарин, или, например, у меня бывают клиентки, я вам прямо скажу, да, напротив меня сидит клиентка и говорит, я ищу мужа мусульманина. Я говорю, а тебе зачем мусульманин? Я говорю, ты в курсе, ты переоденешься, если ты мусульманин найдешь, то ты вот в таком виде, в общем-то, ты, не пройдешь фейс-контроль вообще, так вот, на секундочку, понимаешь? И выясняется, на самом деле, чтобы не гулял и не пил. Единственные два критерия, которые нужны. Потому что папа гулял и пил. И не обязательно мусульманин. Через полгода терапии выясняется, что нет, оказывается. Просто нужно, чтобы не пил и не гулял. Понимаешь, потому что вся ее одежда, весь внешний вид показывает, что она не в теме, в общем, не соблюдающая, да? А что, мусульмане типа не гуляют? Хороший вопрос, дальше мы с этим тоже разбирались. Типа это в Коране написано, да. Типа, есть хотя бы какая-то инстанция, которая за этим бдит. У мусульманина. У не мусульманина типа нет. Понимаешь, да? И, друзья мои, получается, что на самом деле, когда вы хотите вот это, вы за этим хотите определенные ценности, и у вас есть критерии, почему вы именно хотите татарина. Ценности – это то, что важно. И за ценностями стоят еще убеждения. Убеждения организуют нашу жизнь – это правило. Убеждения, например, как звучат? Настоящая женщина должна всегда хорошо выглядеть. Это убеждение. Например, настоящий мужчина должен обеспечивать свою семью. Это убеждение. Это те правила, которые организуют жизнь человека. И вы бы хотели, чтобы у человека были определенные ценности, и за ними стояли определенные убеждения. И тогда именно на это надо смотреть. Не, первично понятно. 1,80 м, брюнет. Вы можете встретиться и первично понять, что ваш не ваш. И то, на самом деле, вот, девчонки, я вам скажу такую историю, да. Очень много браков, когда, знаете, вот, то он мне вообще не нравился, лысенький, маленький, пузатенький, а теперь вообще люблю его, не могу, кильмунда упить там, да? Вот такое же у девушек часто бывает, да, вы как-то более адаптивны в этом плане. У мужчин сложнее. Вот у мужчин точно сложнее, друзья мои, потому что я кучу мужиков знаю, которые вот, как-то не тот психотип, и они прям с этим мучаются. Поэтому, на самом деле, вам важно знать про ценности и критерии, и убеждения, которые вы бы разделяли. Дело в том, что, друзья мои, ценности – это значимые для индивида объекты, идеалы, явления в этом мире, которые определяют его деятельность. Это фундамент, на котором базируется вся его жизнь. Дело в том, что ценности со временем меняются, потому что у нас есть определенные возрастные этапы, например. Да? Если там этап до 16 лет это потусить, да, то в 35-40 лет это уже семья, какие-то там бизнес-задачи, да, 50 плюс лет это уже делиться, мудрость, внуки, там разные задачи, ценности, понятно, корректируются, да, но важные базовые ценности, например, вот пара встретилась на дискотеке где-нибудь, да, у него ценности семьи нет, ему потусить, просто потусить одна из, а она влюбилась, а у нее ценность семья. Есть смысл дальше продолжать? Сердцу не прикажешь. Через 5 лет в кабинете встретимся, да? В смысле, вот такая история, да? Поэтому, друзья мои, вот те, кто холостые и собираются пойти в отношения, если вдруг хотите рискнуть, а риск это будет всегда, потому что без риска не бывает. Гарантий нет. Только, знаете, гарантированное положение – это мертвый человек. Его можно повернуть, перевернуть, отнести, принести, положить, поставить, повесить. Делай с ним, что хочешь, да? А на самом деле с живым человеком всегда это второй человек, у которого есть свой мир. Поэтому первое, на что обращать внимание, это на ценности и убеждения. Друзья мои, смотрите, вот еще такую вещь скажу про ценности и убеждения. Ценности – это то, почему мы останемся вместе, мы будем вместе, вопреки трудностям. А вот когда ценности разные, например, да, умение делать хорошо массаж, это не будет главным. Вот умение делать массаж можно научиться, а ценностям нет. Понятно? Вот яичницу можно научить готовить, а с ценностями сложнее. Правда? Откуда они идут? Из семьи. Из семьи, поэтому на родителей смотрим. Правильно. Смотрим на его внутренний мир, но знаете как? Имейте в виду, вот вы же тоже на свидание приходите, вы предъявляете своей маской.
И он тоже предъявляется социально ожидаемой маской продающей. Правда, да? И чем быстрее вы будете искренни, тем есть быстрее шанс, что человек увидит тебя настоящим и выбор сделает. Ведь не только ты выбираешь, но и тебя выбирают. И лучше, чтобы тебя не выбрали, если ты ему не подходишь. Потому что это ужасно на самом деле, да? Потому что ты его выбрал, а он тебя нет, и ты мучаешься, прикинь. Ты любишь, а тебя нет. Или наоборот. Ну и вот, собственно говоря, такое итоговое слово, да? На основании ценностей и ваших убеждений у вас появляется, я надеюсь, критерий выбора партнера. И когда у вас есть критерий выбора партнера, вы делаете какой-то отсев, с кем вы точно не будете даже встречаться. Если, конечно, нет у вас задачи тарелочницы. Сейчас такой термин тарелочница. Пацаны, кто знает тарелочниц? Кто натерпелся? Я не знаю. А что это? Слава богу. Походите на свидание, узнаете. Это сейчас такой термин, который принят, это девушки ходят покушать. Да-да-да, тарелочница есть такой-то. А? Таких типа полно. Сейчас про это просто говорят, это такой даже введенный термин в Comedy Club. Смотрите, ну представьте себе, что вы пошли в отношения. И первое, что у вас происходит, вот нулевой цикл, это вы решили, у вас потребность пойти в отношения есть, вы не из одиночества бежите, а вы хотите отношений, потому что у вас есть чем поделиться, вы хотите быть с кем-то. То есть, знаете, очень простой критерий. Тебе одному хорошо, но с тобой еще лучше, блин. Я выбираю с тобой провести вечер, блин, потому что мне одному вообще классно. Но если ты придешь, вообще, мы вот лежим вместе, книгу читаем и прям рахат. Я и один могу, но с тобой прикольно. И разные книги, или одну и то же, и есть что обсудить. И это вот классно, когда из этого, из голода туда идешь. А не из того, что тебе страшно, потому что сзади возраст, холодно, да и бабушка будет довольна. И вот представьте себе, ведь первый этап — это этап влюбленности. До любви еще надо дожить, там 4-5 этапов, кто как классифицирует. Первый этап — это этап слияния, когда мы влюбляемся и вообще в другом видим свою проекцию, свои какие-то только ожидания в основном, да? Второй этап, когда мы начинаем видеть другого по-другому, ну то есть наконец-таки видим настоящего человека, и это очень кризисный этап. И на этом этапе, на самом деле, наши ограничения могут быть, знаете, какие? Есть очень важное ограничение, которым убило куча отношений. Бизнес-отношений и мужско-женских отношений. Знаете, какое? Желание быть правым. Ой, уберите это. Да, желание быть правым убило много чего вообще в этой жизни, на самом деле. И если вы вдруг нашли человека, который подходит по ценностям, да, и он, гад такой, не говорил первый год, что футбол любит, а оказывается любит, и что ему, оказывается, важно ходить вместе с мужиками, а не с тобой на балет, и вот можете посраться и вот не увидеть настоящего другого, остаться правой, ну, одной или одним. Вот желание быть правым, на самом деле, убивает многие отношения. Это, знаете, как в любом споре, на самом деле, да, мы... Почему последнее слово за собой хотим оставить? Ну, потому что я хочу остаться правым, а когда я прав, то другой автоматически не прав. И тогда это все, ну, хана. То есть кто-то должен быть сверху, но это неравные отношения. И я так мотивационную часть немножко хотел добавить, да. Дело в том, что у нас сейчас нетворкинг тайм будет, да, вот у нас же нетворкинг будет. Я хотел немножко добавить такую мотивационную часть. Время, да. Про время слышали? Что такое время вообще? Нет, это фильм потрясающий, это понятно. А еще? Невозобновляемый ресурс. Это невозобновляемый ресурс, а? То, чего не хватает, это невозобновляемый ресурс. На тренинге по тайм-менеджменту я спрашиваю, что можно делать со временем. Многие отвечают целые списки, даже мозговой штурм делают, 30 минут на это тратим на самом деле. А если честно быть, до конца вы со временем ничего не можете сделать. От слова совсем. Вы можете свою жизнь только во времени организовать. А вот со временем ничего. Оно 24 часа в сутки идет и все. Вот ты можешь организовать свою жизнь определенным образом только внутри времени. Понятно, да? Время — это тот ресурс, которым ничего невозможно сделать. Но он течет. Так устроена наша планета Земля, что у нас есть такой ресурс, как время. И я хотел бы рассказать такую притчу, да, когда ставили такой эксперимент, крысу помещали в определенную коробку, и там было 4 выхода или 5 выходов, не суть. И в одном из лабиринтов был сыр. И крыса нюхала и находила сыр. И ходила в лабиринт и находила сыр в конце лабиринта. И она ходила туда, клали в один и тот же лабиринт, номер 2, например, да, сыр. И она ходила все время за сыром. И в один прекрасный момент сыр положили в лабиринт номер 4. Что сделала крыса? Она пошла и почувствовала, что запаха нет, что сыра нет, и она вернулась обратно. И что дальше сделала? Она начала обнюхивать остальные выходы и нашла тот лабиринт, в котором лежит сыр, и пошла в тот лабиринт, в котором лежит сыр. И она изменила стратегию и стала жить по-новому.
Что делают люди? Люди действуют по старой схеме. Они знают, да, что там есть сыр, я знаю, там сыр, я буду туда ходить. Просто его сегодня нет, завтра он точно будет там. Есть некоторая надежда, ну, такая, она тоже, женщина такая коварная на самом деле. В каких-то моментах она очень помогает, а в каких-то моментах она прям вот, знаешь, как-то вот не очень. И люди поступают совершенно вот типичными стратегиями. К сожалению, они еще поступают стратегиями мамы, бабушки, которые жили в совершенно другое время, и там был Советский Союз, и пенсия шла автоматически, в общем-то. И предпринимательство вообще за него сажали. Да, а сейчас жизнь немножко другая, и время идет, на самом деле, да. И если вот на первый вопрос, когда вы отвечали, почему мне хорошо одному, а что плохого в том, что я один, если у вас вдруг было такое, знаете как, я хотел бы увидеть своих детей, как они закончили институт, то просто посчитайте, сколько вам лет, прибавьте 20-25 лет, и вот, ну, чтобы еще как бы вы дожили до того времени, когда ваши дети пойдут в институт и принесут вам внуков. Если вдруг у вас такие планы есть, вдруг, то как-то вот, ну, включите немножко осознанность, да, время идет. Это вот такое вот немножко про время, напоминание. Здесь да, мы делаем упражнения про пирог времени, но это не на этом семинаре, это на других уже, да. Если у вас есть планы, я имею в виду, но если их нет, то, в общем-то, и не надо, как говорится. Ну, есть вот такие еще у нас. Это что за зверь такой? Ждун. Это вот ты очень классно сказала. Это к девушкам часто относится, которые говорят, я жду, чтобы он меня нашел. Сейчас такое интересное время, что пока парень, ну ты же хочешь, чтобы парень там залез на балкон, ну как прям джигит там, да, с цветами в зубах, ты на 7-м, он лезет к тебе. Но сейчас такое время, что он пока лезет, на 5-м этаже могут его заметить и открыть окно там. Значит, не нужен такой. Наверное. Ну и жди, Но он да. будет счастливо жить на 5-м этаже. Через 20 Сейчас время немножко другое стало, понимаешь? Да, если мой, то он до меня дойдет. Это понятное дело, конечно. Это про вот эту вот историю. Напоминаю тебе. Да. Я немножко про проактивную позицию, друзья мои. Если вы вдруг, ну, это знаете, как про злость и агрессию. Это психологические термины, не надо путать со злом как явлением, да. Злость — это то, когда ты говоришь, у меня есть определенные желания, я хочу совершить определенные действия для того, чтобы эти желания реализовать. Вот действие — это агрессия называется. Это я вам психологические термины говорю, не говорю народные, кухонные. И вот когда злость — это значит я хочу, у меня есть определенный план, и оно воплощается в действиях по изменению мира. И если вы выбираете быть, то, в общем-то, вот здесь, видите, они прям идут, а ты ждешь. Парни такие тоже есть. Конечно, это гендерно, в общем-то, не имеет отношения к девушкам только, как таковым. Конечно, конечно. Если ты думаешь, что ты будешь там права качать и, в общем-то, как-то не заниматься своей девушкой, то, в общем-то, по пути в метро может встретиться парень, который... Сейчас время быстрое, к сожалению. Вот тоже вот. Мне прям очень нравится. Ждуны. Кстати, этот термин относительно недавно появился. Ну да. И такое тоже упражнение, можете его сфотографировать, сейчас можете не делать. Да, один день из твоей жизни, тоже такое коучинговое упражнение. Представь, что у тебя нет семьи. Из чего состоит твой день, как ты себя чувствуешь, какие у тебя мысли. Представь, прошло 10 лет, и у тебя нет до сих пор семьи. Поэтому мы ходим на вечера знакомств татарских владений. Главное, знакомьтесь. Вот, А не главное, просто ходим. знакомься. Да, потому что есть такой «я же ходим», Сидят. и когда я ходим, это вот про эту историю. Я же хожу, сижу, ем, красиво ем. А второй, один день из твоей жизни, представь себе, это мотивация такая. Помните, да, из чего состоит твой день? У тебя есть семья, прошло 10 лет, как ты себя чувствуешь, какие у тебя мысли, представь, что у тебя, какая она, как выглядит твоя супруга, как выглядишь ты рядом, сколько у вас детей. Это такое домашнее задание, сейчас делать не будем, потому что иначе семинар там наш растянется на 3-4 часа там, да? И я вам хотел напомнить одну замечательную книгу. У меня часто спрашивают, друзья мои, какие книги почитать. Есть замечательный автор, который покойный, к сожалению, сейчас, да, его зовут Стивен Кови, по-моему, «7 навыков высокоэффективных людей». Книга потрясающая, старые примеры, но книга потрясающая. Я взял эту модель оттуда. Есть люди, которые живут в круге забот,
Это те, которые сидят у подъезда и говорят про что-то. Ну, это такие пожилые женщины. Да не только, слушай, поверь мне. И есть люди, которые обсуждают, например, голодных детей в Африке. И при этом ничего не делают. То, на что у тебя нет никакого влияния. Именно. С пустого в порожнее. А есть люди, которые говорят: слушай, меня волнуют дети в Африке, что они голодают, я пойду искать фонд, и я буду туда перечислять деньги. Это круг влияния, который растет. А если заниматься кругом забот, он тоже растет, но ты ничего не делаешь при этом. Но ты хорошо про это говоришь. И это большая разница. Вот проактивная часть, это вот про это, про круг влияния. Если тебя что-то заботит, ты на это можешь влиять. Как ты это можешь влиять? Совершить какие-то действия. Если тебе нужны отношения, надо помнить, что это всегда риск. Нет никогда гарантии, что второй партнер будет тебе подчиняться, он и не должен. Это будет для тебя скучно. Но в этот риск надо идти. Если ты это хочешь, то это нужно придать этому вектору ноги, действия. И тогда это про круг влияния. И я сейчас предлагаю перейти к проактивным действиям, так как вот ходить на встречи холостых, незамужних татар и татарок — это прикольно. И можно быть ждуном, сидеть на диване и ждать, когда к тебе подойдут. А можно совершать какие-то активные действия. О, круто! И тогда у меня вопрос, Кабир. Интерактивная часть. Мои проактивные действия. Что я могу сделать лично для того, чтобы изменить свое состояние, в котором я сейчас нахожусь? Какие я могу совершить сегодня действия для того, чтобы с кем-то познакомиться и увеличить свой круг, в котором у меня появятся новые люди, и я не буду находиться в одиночестве, и я буду на самом деле, более проактивно и влиять на свою жизнь.